Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие». В студии Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. А начинаем мы с того, что я, наверное, вас всех поздравлю, наконец-то, с завершением интриги последних 2 недель. Поздравляю с новым составом башкирского правительства. Ну, а теперь об основной теме. Вот старт флешмоба в защиту Шихана Куштау, начатого активистами в минувший понедельник, стал одним из приметных событий той недели. И хотя людей, не побоявшихся публично выступить против намечаемой промышленной разработки одного из шиханов, не так и много, движение, тем не менее, набирает силу. И еще. На прошедшей неделе не осталось незамеченной многими выступления в социальных сетях уфимского адвоката Рафика Дусалиева, который уже более 10 лет занимает непримиримую позицию по отношению к башкирской офшорной компании БСК, сравнявшей с землей на день сегодняшний гору Шахтау, входившую когда-то в группу башкирских шихан. У меня сегодня в гостях общественный деятель, представитель движения «Сохраним Шиханы» и член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Динар Зайнуллин. Добрый день и вам. Здравствуйте. Динар, вот публикация Дусалиева в соцсетях стала для многих откровением. На красивейшую гору Куштау имеет виды, как выясняется, не только сама башкирская содовая компания, но и ее бизнес-партнер, некое предприятие из Стерлитамака, вторым учредителем которого, помимо соды, является производитель цемента из Голландии. И потому-то лицензию на промышленную разработку Шихана хозяева пролоббировали сообщать через Роснедра и высокие московские связи на общество с ограниченной ответственностью «Сырьевая компания». Вот вопрос такой. Это вот так БСК зашифровалась? Или недра Куштау больше интересуют ее делового партнера Хайдельберг Цемент? Ну, могу пояснить, что у соды, башкирская содовая сырьевая компания всегда была, она всегда поставляла сырье для содовой компании. И после того, как сода уже поработает на сырье, которое ему сырьевая компания предоставляла, остатки там и что-то еще оставалось, это Хайдельберг Цементу. И сейчас вот Рафик как раз написал об этом, то, что было непонятно, когда после слияния каустика и соды, каким образом оказалась сырьевая компания в качестве, можно сказать, членов вот этой компании, потому что в любом случае поначалу это 62% он принадлежало все это республике, и когда произошло слияние, акционерное общество «Сырьевая компания» почему-то как-то вылилось, и в результате этого мы потом только узнали, что еще и соучредителем ее является Хайдельберг Цемент, голландская компания. Ну вот глядите, после того, как Дусалиев опубликовал свою статью в социальных сетях, даже после этого многие остаются в неведении, думая, что на Шихан Куштау сегодня посягает содовая компания. Но лицензию на ведение и промышленную разработку Шихана получает сырьевая компания, которая относится к Хайдельберг Цементу. Она не только Хайдельберг Цементу, там 2 соучредителя. Ну да, у сырьевой компании и сода, и Хайдельберг. И Хайдельберг, да. Именно так. Поэтому тут никак нельзя разделить. Почему вдруг сода решила выйти из игры?
она не выходит из игры. Она является учредителем этой сырьевой компании. То есть вы поймите. И в том числе и на Шахтау, которые вот эти все тележки-то до сих пор, которые идут, это в любом случае добывает сырьевая компания. Просто мы обычно часто многие вещи не договариваем, когда вот, защитники Шихан. И люди, может быть, недопонимали. Вот я удивился, что вы, Азамат, тоже не знали, что есть, оказывается, сырьевая компания. Она давно уже и давно Нет, существует. я, в принципе, слышал название этой ООшки, когда... Это АО. Это акционерное общество. Акционерно, тем более. Когда приходил ко мне гендиректор башкирской содовой компании Аньендок, я слушал эфиры с участием Марины Бортовой, там тоже слово «сырьевая компания» звучало, но никто из людей, аффилированных с той стороной, не говорил напрямую, насколько важна роль сырьевой компании. Мы все, обыватели, считали, что мы защищаем Таратау, Юрактау от соды. В любом случае, в конечном итоге-то это так и получается, если честно разобраться. То есть в любом случае сырье нужно было в первую очередь для башкирской содовой компании, а во вторичном образом уже для Хайдельбергцемента. Но сейчас, после того, как лицензию получили на разработку по Куштау, тут очень сложно ответить. Тут надо мне, может быть, предысторию некоторые вам рассказать, который, в принципе, я еще говорил в прошлом году в эфире вам. Хорошо, Динар, только перед этим сконкретизируйте. Виды на Куштау имеет в большей степени производитель цемента, Хайдельберг цемент сегодня. Мы можем так утверждать? Не могу так утверждать. Почему? Объясняю. Дело в том, что в 2008 году уже лицензия выдавалась на Куштау. Тогда, после изысканий, Куштау вроде как не подошло для БСК, и они успокоились. Потом пошла тема в 2011 году по сливу соды, то есть это слива республиканских акций соды, когда Хаметов попросту, можно сказать, продал нашу республиканскую собственность, принес многомиллиардные убытки, и там на некоторое время забылась сырьевая вот эта проблема. Мы тогда призывали, защитники Шихан, мы делали митинги в Ишимбае, в Стерлитамаке, в Уфе, и призывали граждан, давайте отстоим нашу республиканскую собственность. Мало кто вышел. Если честно, выходило по 100-150 человек. После этого, когда в 2013 году, в принципе, у нас украли этот завод, надеюсь, еще когда-нибудь к этому мы вернемся и посадим всех тех, кто это наделал. После этого уже в 2013, 2014, 2015 году началась тема, если помните, по защите Таратау, Юрактау. Весь этот тени толка, я тогда начал сразу понимать, что и какая-то идет игра, play the game, понимаете, то есть играю в игру, что Хаметов отдам, не отдам, соды дайте. Мне тогда в 2016 году глава Ишимбайского района Марат Хусейнович Гайсин сказал: Динар, они ведь заглядываются на Куштау. Я говорю: да вы что? Я начал перепроверять, то есть общался с геологами независимыми и все такое. И они мне объясняли, говорят: Динар, для соды не подходит Куштау, то есть оно подойдет, если там чуть-чуть модернизировать оборудование. Дело в том, что Куштау как слоеный пирог. Там слой песка, там слой глины, там слой гипса, там слой известняка, то есть который непосредственно уже подойдет. То есть там мало известняка, который, меньше всего известняка, который подходит для соды. И в любом случае я начал перепроверять всю эту информацию. Жаль, что мне только в этом году попали вся переписка сырьевой компании со всякими рода нашими министерствами, федеральными, Министерством лесного хозяйства и прочими. И только тогда я понял, в какую ошибку мы все совершили, и что в 2015 году, в 2016 году уже была решена судьба Куштау. Подождите, Дидар, тогда получается так. Правильно я вас понял или нет? И у меня тоже такие же мысли появились после знакомства с публикацией Дусалеева, что, в принципе, изначально бизнесмены с соды и из Хайдельберг цемента знали, что Таратау, Юрактау им не достанется, потому что это охраняемые памятники истории.
То Да. есть в любом случае на 101% они пролетают мимо кассы. Ну, потому что нужно было бы менять все законодательство Да, и вот природоохранной тот памятников. же генеральный директор СОДа, господин Ан Яндок, у меня здесь, вот в этой же студии, сказал, что мы даже Таратау даже не знаем, из чего состоит. То есть им не интересна была судьба Таратау, а мы с таким восторгом и энтузиазмом проводили эти живая лента, или там как-то так вот поднималась общественность. Мы защищали уже защищенное. Да. Это была игра, и вся эта игра была настроена, когда я еще увидел так называемую дорожную карту по разработке Куштау, я сразу понял, что там уже было все продумано по датам. То есть в 2016 году они получают лицензию на изучение, в 2019 году они должны были в четвертом квартале получить лицензию на уже разработку Куштау. Они получили ее в августе этого года, потому что им уже там тянуть нечего было. Хамитов все еще мечтал в 2019 году избраться. И то есть вся эта история с Таратау, это была вся его как бы настроена предвыборная кампания, можно сказать. То есть какой он у нас замечательный и красивый дяденька, который не отдал нам башкирские шиханы. И все бы так То есть он долго играл, еще... получается, на публику, когда заявлял публично, что я умру, но не отдам. Конечно, Таратау и Рартау. конечно. В свое время он в 2017 году, в январе, уволил министра лесного хозяйства, который тормозил Гумерова, он тормозил за то, что Хорошо. по документам Хорошо. по лесному Я хозяйству. не любитель бить уходящих или ушедших, скажем так. Я все-таки опять возвращаюсь... А я ему устрою Нюрнбергский процесс. Я говорю это открыто в эфире. Это ваше дело. Но вот, хорошо, коль вы такой злопамятный и решительный человек, вы вчера опубликовали в социальных сетях скан письма, который некогда вы писали господину Людвигу Меркель. Это хозяин Хайдельберг Цемента. И потом признались в социальных сетях, что вы это письмо не отправили, тем не менее, но... Мы не отправили, потому что тема ушла от Новошиханской площади тогда. Хорошо. Меня заинтересовал вот один момент из вашего письма. Процитирую. Руководство вашего филиала, используя местных коррумпированных чиновников, всеми силами пытается продавить интересы башкирской содовой компании. Мы поражены их упорству. Давайте поставим точки над «и». Родина должна знать имена своих героев. Кого здесь конкретно из башкирских чиновников, пусть даже уже ушедших, вы имели в виду? Балабанов, Аббас Галямов. Так, Балабанов — это бывший руководитель администрации Хамитова, потом плавно перетек в СОДу, был зам генерального директора по кадрам, по-моему. Сейчас его оттуда даже поперли уже. Аббас Галямов — это бывший зам руководителя администрации Хамитова, потом стал независимым политологом. Живет, говорит, в Израиле где-то. Да, и издалека нас получает жить. Да. До сих пор. До сих пор. Вот, хорошо. А еще деятели какие? Нет ли здесь, например, Спартака Ахметова, бывшего мэра Стерлитамака? Нет ли нынешнего депутата Госдумы Изотова, который тоже возглавлял Стерлитамак? Про них не могу ничего сказать, если честно, потому что вот эти два деятеля, они как раз продавливали всю тему в основном. Хорошо. Они нас душили, они устраивали многомиллионные иски против нас, по руками там соды. Они там дискредитировали нас в соцсетях и прочее. И до сих пор продолжают это делать. То есть местные коррумпированные чиновники — это в первую очередь, по вашему мнению, Балабанов и Галямов? Да. Хорошо. Хорошо, теперь, по крайней мере, Родина знает имена двух героев. Теперь перейдем по поводу разговора того, что Суда изначально не планировала идти на Куштау. Помните, вот в начале сентября минувшего года в интервью ТАСС зам гендиректора башкирской судовой компании Марина Бортова говорила о том, что нет необходимости разработки Шихана Куштау, так как его известняк не соответствует их требованиям по содержанию примесей. Она говорила тогда правду? Половину правды она говорила.
Дело в том, что на самом деле Куштау, как я разговаривал, еще раз повторю, с геологами, они мне сказали, да, там, говорит, известняк, говорит, в котором достаточно много примесей. Но там есть и известняк, которым им просто подойдет, если честно, даже при том оборудовании, которое сейчас есть, им не нужно будет модернизировать. Просто им нужно будет перелопачивать большое, огромное количество грунта и всего такого. То есть им практически всю гору нужно будет А срыть. готовы они планируют это? Ну, Предположим, вдруг им все-таки удастся. Хотя уже им практически удалось, они получили лицензию на промышленную разработку Куштау. Ну, это уже их дело. Если честно, мы же не вдаемся в подробности. Мы, главное, понимаем, что есть угроза Куштау, и мы должны все сделать, чтобы сохранить эту гору. Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, и у меня в гостях общественный деятель, представитель движения «Сохраним Шиханы» и член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Динар Зайнуллин. Вот вся эта история с получением промышленной лицензии предприятием «Сырьевая компания» вот какая-то мутная. Сода в пользу голландской дочки пробивал разрешение департамента Роснедров ПФО через свои связи. Голландцы же также работали на своем уровне в Москве. Но вот меня интересует в связи с этим такой вот вопрос. Есть ли лицензия сегодня на руках у сырьевой компании? Кто будет больше рулить производственным процессом? Хайдельберг цемент или БСК? На сегодняшний день это сложно сказать. Для этого нужно что сделать? Нужно перестать заниматься всякого родами флешмобами и всякими кольцами вокруг шиханами, плясками, а заняться, просто перевести все это хозяйство в судебную плоскость, если честно. Как и призвал Дусалиев. Да, мы это обсудили с ним. Вчера прошел сход граждан в селе Урняк возле Куштау, где жители республики там поддержали эту идею, насколько мне как передали, вчера я там сам не был. Сейчас нужно переводить все в судебную плоскость. И тогда мы узнаем, когда уже адвокаты и юристы начнут запрашивать через суд определенные документы, тогда мы на многие вопросы вам сможем ответить. Я вот именно к этому моменту хотел вернуться ближе к концу нашей беседы, потому что именно это и есть, наверное, самая реальная мера борьбы за Шихан Куштау. Но я хотел бы задать такой вот вопрос, как члену Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Вот в марте, как мы все помним, наш регион посетили члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека во главе с теперь уже бывшим председателем Михаилом Федотовым. Эксперты тогда рекомендовали правительству Башкортостана присвоить Шихану Куштау статус памятника природы и включить в границы проектируемого геопарка Таратау. Вот, по их мнению, экологическая обстановка в селе Тамаки далека от идеальной, и воздействие Куштау благотворно скажется на профилактике заболеваний, вызванных неблагоприятной окружающей средой. Вот теперь, увы, Федотова в составе федерального СПЧ нет, его заменил Фадеев. А мнение экспертов по Куштау, федеральных экспертов, останется в силе? Как вы полагаете? Ну, я думаю, СПЧ, что наш, что российский, это же рекомендательный орган только. И их рекомендации, наверняка останутся на бумаге. Честно, я уже писал об этом, если вы читали мои статьи. Как бы ни хотелось, это вроде бы звучит громко при президенте Российской Федерации. Но на самом деле все их рекомендации, они останутся просто рекомендациями. Но лоббисты, которые у нас очень серьезные, из БСК, они любую тему продавят. И любую рекомендацию... давайте лоббистов назовем по именам. Это, во-первых, конечно, Рапота, председатель Совета директоров СОДы, так? Давайте я еще раз повторюсь. Потом, наверняка, это Имантуров, Козак. Вот эти лоббисты. Это лоббисты. И еще кто есть? Кого-то я упустил? Был Нарышкин одно время лоббировал. В свое время, когда Хамитов же тоже, помните, сначала в сентябре 11-го сказал, мол, зачем нам 37% акций от содовой компании? Когда ему уже начали давить на него, что нужно отдать контрольный пакет акций.
Через 2 месяца после приезда Нарышкина он по-другому тут же запел, и содовую компанию сдали. То есть Хамитов не смог тогда противодействовать, а Нарышкин тогда был председателем Госдумы. Хорошо, вот мы остановились на том, что с уходом Федотова, получается, у башкирских шиханов, а конкретно Шихана Куштау, теперь уже исчезла надежда на то, что в лице федерального СПЧ мы в какой-то степени имели союзника. Но ведь Федотов, он был советником президента. Наверняка он, наверное, мог бы успеть и успел бы, может быть, сказать об этом. Да и Фадеев, он тоже, в принципе, фигура не такая уж безликая. Не знаю, не могу за них сказать ничего, если честно. Вот я, если сейчас что-то скажу, потом скажут, вот. То есть нам тогда сегодня придется лишь утереться и забыть о том, что на наше счастье весной этого года в республике побывала федеральная СПЧ. Они поддержали все наши думы, чаяния, клялись здесь на крови, что мы донесем эту точку зрения до Владимира Путина, и что, в принципе, никто на Куштау руку не поднимет. Да, это прискорбная для нас информация, коль член регионального СПЧ считает, что федеральный СПЧ тут нам не помощник. Давайте сделаем так, Динар. У нас сейчас время приближается федеральных новостей. Буквально на 2-3 минутки мы приостановим нашу беседу, потом вновь опять вернемся в студию. Я напоминаю нашим радиослушателям, что это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, и у меня в гостях общественный деятель, член СПЧ при главе Республики Башкортостан и Общественной палаты сохранения Шихата Динар Зайнуллин. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Мы вернемся к вам буквально через пару-тройку минут. В Москве 13 часов 30 минут. Здравствуйте, в студии Александр Плющев. В эфире выпуск новостей. Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Кроме того, глава государства поручил проработать увеличение штата полиции для борьбы с наркотиками в глобальной компьютерной сети. Мэр Москвы Сергей Собянин фактически признал, что этим летом в Москве не было массовых беспорядков. Выступая на общегородском совещании по профилактике правонарушений, столичный городоначальник сказал, что организаторы несанкционированных акций хотели эскалировать события и довести их до критической черты, но этого не позволили сделать правоохранительные органы. В конце июля этого года Сергей Собянин прямо называл происходившие в столице выступления массовыми беспорядками. В отношении политолога и публициста Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении представителей властей. Об этом он сам написал в телеграм-канале, приложив фотокопию протокола. Дело возбуждено по сообщению бдительного гражданина, который усмотрел оскорбление в комментарии Крашенинникова к записи оппозиционера Леонида Волкова между его многочисленными арестами этим летом. Тем временем оппозиционный политик Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека жалобу на закон о неуважении к власти. Уполномоченная по защите прав бизнесменов Москвы предлагает создать частные СИЗО для предпринимателей. По словам Татьяны Минеевой, речь идет о бизнесменах, подозреваемых в экономических преступлениях. Она добавила, что это инициатива бизнес-сообщества столицы, которая на условиях государственно-частного партнерства готова финансировать строительство изолятора. Необходимость создания частных СИЗО объясняется сложными условиями пребывания в существующих ныне учреждениях подобного рода. Агентство внутренней безопасности Польши объявило о задержании человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По сообщению ведомства, задержанному также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и использовании фальшивых документов. Фамилия задержанного не сообщается, упоминается только имя Петр. Ему избрана мера пресечения в виде 3-месячного ареста. Лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Брексита на 31 января 2020 года. Об этом в своем твиттере написал председатель Евросовета Дональд Туск. Ранее предусматривалось, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.
Курс доллара 64 рубля ровно, евро 71 рубль 12 копеек. В Москве сегодня плюс 7, осадков не ожидается. Предстоящей ночью 0 плюс 2, завтра днем 4-6 градусов выше нуля, днем местами возможны осадки. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». Животным подчас бывает несладко. Нападки соседей, нехватка пищи, хищники. Приходится не жить, а выживать. То ли дело в мире людей. Безопасность, комфорт, удобные планировки. Все по-человечески. Идеальная среда обитания – квартиры от Первого Треста. От 1 миллиона 910 тысяч рублей. 222 0111. Данные цена действует на квартиру номер 162. Литр ЖК без высота. Количество квартир ограничено. Застройщик ООО без высота. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Премия. Хайлык. Отказ от премии. Хайлыктан баш тарту. Отказ от премии. Хайлыктан баш тарту. Игроки футбольного клуба «Уфа» отказались от премий после проигрыша в сухую. Эфе футбол уенсылары корыга отылгандан һуң хайлыктан баш тарткандар. Игроки футбольного клуба «Уфа» отказались от премий после проигрыша в сухую. Эфе футбол уенсылары корыга отылгандан һуң хайлыктан баш тарткандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, и у меня сегодня в гостях Динар Зайнуллин, член общественной организации «Сохраним Шиханы», общественный деятель и член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. И мы обсуждаем события минувшей недели, одно из которых вот такое. На днях на сайте про Уфу вышла публикация политолога Карины Горбачевой, не знаю, читали вы ее или нет, на тему о том, почему Шихан Куштау должен получить статус особо охраняемой территории. Она пишет, что для обеспечения охраны уникального природного объекта башкирское правительство еще в 2015 году внесло гору в перечень проектируемых особо охраняемых территорий, сокращенно ООПТ, утвержденных постановлением того же правительства за номером 289. И далее Горбачева ссылается уже на майский указ президента Российской Федерации номер 204 прошлого года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, где одной из целей было утверждено сохранение биологического разнообразия страны. Для реализации вот этого указа путинского в рамках национального проекта «Экология» в декабре минувшего года был утвержден региональный проект сохранения биологического разнообразия путем создания особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан. Вот этот проект предусматривает создание таковых в количестве около 20, где-то около 18, по-моему. Но среди них нет почему-то Шихана Куштау. Как полагаете, почему, от чего и кто целенаправленно ведет дело к гибели горы?
2015 году должно было стать ОПТ, да, ведь? Да. Ну, я вот могу вам письмо показать от того же Шкурко за 2015 год. Шкурко, я сразу напомню нашим радиослушателям, это генеральный директор акционерного общества, сырьевая компания, голландская фирма Heidelberg Цемент. Я все правильно? Да. То есть он писал тогда уже министру промышленности и инновационной политики Карпухину о том, что Куштау нужно отдать в разработку. Я вам говорю, еще при Хамитове все это было сделано. То есть если какой-то один кабинет, там, ну, может, Министерство культуры это готовил, что нужно в ОПТ включить, там, или еще какой-то отдел, то другой отдел Министерства промышленности и другие отделы Кабинета министров уже готовили бумаги о том, что Куштау нужно отдать в разработку. И то, что это не получилось, ну, я сказал же, будет еще Нюрнбергский процесс. Будем разбираться. Но у нас не хватает, недостаточно различного рода доказательств. Мы их можем добыть, еще раз повторюсь, только в судебном порядке. Потому что большое количество информации, оно просто закрыто. В том числе, например, кто, например, хозяин той же самой БСК, или кто там хозяин той же сырьевой компании, мы можем только догадываться, в принципе, потому что все данные о акционерах — это закрытая информация. У нас закон так об акционерных обществах создан, если честно, в России. Если ООО мы, например, можем достать через налоговые хозяев, кто это, то в акционерных обществах это невозможно. И, ну, упустили, пропустили. Теперь надо думать, как дальше выходить из этой ситуации. Вот глядите, какая ситуация. Я вот сейчас сижу, анализирую ваши слова и вспоминаю слова Дусалеева, которые он мне рассказывал в интервью в другой программе «Глаза в глаза», о том, что сырьевая компания получала лицензию. И вот сейчас до меня дошла вот эта вот, скажем, истина. Скорее всего, башкирская содовая компания давно, и руководство региона, и Рахимов даже, не только Хамитов, но и Рахимов, они знали, что повторение захвата, которая произошла в советское время через Шахтау, в будущем невозможно. Что Таратау и Юрактау никто никогда не отдаст под соду. То же самое и Куштау, который защищен водным и лесным кодексом. Это еще закон о недрах есть, который защищает Куштау. Но они идут танковым строем вот на эту цель. Вопрос. Как вы считаете, может быть, вообще изначально они уже распрощались с производством в республике кальцинированной соды и других стратегических компонентов, которые доселе выпускала сода, и решили перепрофилироваться на доставшемся им халявном оборудовании заводском, корпусов, соды, того же Каустика, чтобы перепрофилироваться и производить уже гипс, цемент, что угодно, забыв о соде. Нет, соду они не забудут. Даже если они соду завтра распилят на металлолом, они завтра новое купят оборудование, оно сейчас не так дорого стоит, и заново построят завод в любом другом месте, где поближе к любым месторождениям, где месторождение... Там уже худолазское месторождение. Или еще куда-то. Вообще изначально вся... То есть, может быть, поэтому сода берет большие кредиты, не опасаясь их возврата, потому что она закладывает в банки здание существующей соды и землю под ней. Одна из мыслей была, что они все-таки готовы распилить завод на металлолом, и что у них дальнейших в голове, я пока не могу сказать. Но мысль такая некоторых экспертов, в том числе из Москвы, серьезных, которых я слушал, мне об этом говорили еще года 4 назад. Ну вот я вот говорил о том, что наверняка о том, что кризис содового производства в Башкортостане когда-то наступит после разработки горы Шахтау, и, мол, об этом знал наверняка и Муртаза Губайдулович, и Хамитов знал и Хабиров, скорее всего, потому что это тайны, которые обсуждаются в узком кругу в Москве. Но почему тогда в таком случае вот мы со слов Хабирова полагали все, что главным интересантом является сода,
страдающий от нехватки. И а не голландская дочка вот, цементного гиганта. Он не мог, что ли, этого сказать? Я понимаю, что он сам заложником ситуации оказался, что он уже поставлен перед фактом существующим положением вещей, статус-кво. Так? По идее, да. Ну, я не знаю, зачем он вообще это сказал. Он мог бы вообще не говорить об этом. Я еще раз повторюсь, вся эта, вот эта история с Куштау, эта вся история с Таратау, она, ну, не стоило того, чтобы, вот, можно сказать, иметь такие политические риски для него самого. То есть мы, я думаю, как защитники Шихан должны, вот я еще раз призываю, те, кто болеет за Шиханы, перестаньте это фоткаться, селфиться под горой, там кричать, что мы все защитники. Надо продумать сейчас ситуацию именно так, чтобы мы перешли в судебную плоскость. Что подразумевает это? Дело в том, что там будут нужны... Подождите, Динар, вот это под финал. Вот глядите, вот вы как-то так вот в ваших словах просквозило, ну, такое вот снисходительное отношение к движению башкорт. Я, например, считаю, что мы им должны в пояс кланяться за то, что хотя бы они являются вот возмутителем общественного спокойствия. Это ведь не ваша общественная организация «Сохраним Шихана», не ваша СПЧ, не союз там окулистов, психиатров или не общество каких-то любителей пива поднимает вопросы. Они поднимают постоянно этот вопрос. Я согласен с вами. Не стоит им педалировать на то, что Шиханы, Таратау, там, Куштау, намоленные места. Не надо этого делать. Надо просто однозначно сказать, что, ребята, Шиханы, и Таратау, и Рактау, и Куштау — это оазис здоровья для всей республики, а особенно для жителей городов Стерлитамака, Салавата и Ишимбая, которые давно уже живут в дефиците хорошей экологии. Ну, конечно. И вот то, что они говорят, что это вот, да, я сам отношусь к этому народу, но говорят, что вот предками намоленные места, ну, извините, сохранность шиханов сегодня в равной мере важна для и башкир, и татар, и русских, и чувашей, и евреев, всех, кто живет в этой республике. Вот если они сменят стратегию и призовут всех, убрав вот эти шаманские вот эти заклинания на намоленных местах, вот тогда, скорее всего, к их лагерю присоединится очень большое количество людей. Совершенно ясно. Я пытаюсь вам об этом сказать, но вы мне не даете. Я в прошлом году это говорил. Я и в прошлом году говорил. Молодцы, ребята, делайте, активизируйтесь. Но вашу энергию нужно направить в правильное русло. Вот и все, что я хотел сказать. А перестать играть там в игры, которые придумал Михайлов, там еще бывший этот замглавы администрации по внутренней политике. Они, нет, мол, типа, мы с ним не сотрудничаем, Динар, ты зря нас обвиняешь. Но это вот дело в том, что их просто, им, как называется, как бы, чтобы не обидеть. Лучше промолчу. Нет, я считаю, что движение башкорт все-таки они правильно делают. Они поднимают нас всех, хотя бы через эти флешмобы, они привлекают внимание общественности к этой проблеме, что на сегодняшний день выдана лицензия заморским этим капиталистам, и что, ребята, давайте мы будем противостоять им, хотя бы за это. Но почему тогда не присоединяется вот к этому флешмобу ваша общественная организация «Сохраним Шихан»? Это же вроде как ваш хлеб, хотя, с другой стороны, вот тоже я вас слушаю и читаю, вот вы здесь тоже о намоленных местах писали, вот в том письме на имя этого Людвига Меркли. Да, писал. То есть вы тоже исходите из того, что вы сужаете круг потенциальных защитников Шиханов. Вы понимаете это? Да, это же мы писали Меркелю, понимаете, мы же не писали это жителям России. Мы не писали это жителям Республики Башкортостан. Я не вижу принципиальной разницы. Это значит просто позиция вашей общественной организации «Сохраним Шихана, Таратау и Рактау». Нет. Но давайте мы избавимся вот от этого аргумента намоленных мест. Я сейчас, например, могу обратиться к жителям Стерлитамака. Ребята, у вас хотят срубить 775 гектаров леса на Куштау. Это легкий Стерлитамак, это зеленая зона. У вас и так там дышать нечего. У меня там живет родня, у меня там брат живет и другие там люди. Я не хочу, чтобы Стерлитамак задохнулся вообще. Не только Стерлитамак, тут... И близлежащие поселки, которые... Нет, влияние Куштау распространяется и на Салават, и на Ишимбай.
Ну, это понятно, но, А при удачном сечении ближе, роза ветров и, так сказать, до Уфы может дойти этот чистый воздух. ближе всего находятся они. И вот сейчас зависит от жителей как раз вот близлежащих поселков, которые находятся именно там. Если они подадут в суд, то мы сможем дальше в судебной плоскости работать. Вот хорошо, вот теперь подошли к самой главной части. Что мы можем сделать, что мы успеваем делать и какие шаги наши будут эффективными. Вот начнем с флешмоба. Вы все время пытались вот, как-то так вот критично посмотреть на вот эту акцию. И я считаю, что это хорошая акция. Много людей, много мнений. Я вам говорю уже про практические действия. Практические действия сейчас нужны таковы, что нужен сбор денег, если честно. Потому что экспертизы, которые будут стоить в судах, они стоят громадных денег, если честно. То есть это будут лесные экспертизы, земельные экспертизы, водные, там, по воде, еще что-то. Они нужны будут для судов. И это стоит денег. Ну вот ваша организация «Сохраним Шиханы» может открыть благотворительный счет? Вчера мы об этом, наши люди об этом разговаривали. Сейчас обсуждается, кто это возьмет ответственность на себя, потому что потом же нужно нести ответственность за деньги, понимаете, да, перед общественностью. Сейчас как раз этот вопрос, вчера на сходе граждан в Урняке этот вопрос обсуждался. Буквально в течение какого-то определенного времени, там, недели, может быть, это пройдет, там, и может меньше, объявят и скажут, что вот, господа, есть благотворительный счет, пожалуйста, посылайте кто сколько может, 50, 100 рублей, там, 200 рублей, для того, чтобы нужно пройти судебные издержки. А какие у вас на сегодняшний день отношения между общественной организацией «Сохраним Шиханы» и движением «Башкорт»? Вы в одном направлении параллельно двигаетесь, или вы, возможно, что вы когда-то найдете, вот, станете поближе друг друга и одной колонной пойдете? В свое время мы совместно даже проводили мероприятия на том же самом В свое время. А почему вы сегодня каждый боретесь в одиночку? Мы не собираемся бороться в одиночку. Я ничего не говорю. Просто они вот взяли какое-то свое направление. Я пытаюсь... Они меня читают же, очень внимательно меня читают в соцсетях, когда я пишу. Но у них свое все равно мнение. Мы отстояли Таратау. Я говорю, как вы его отстояли? Оно уже давно отстойно до вас. Надо, говорю, заниматься вот в этом направлении. Вас разводят. Они, нет, мы умные, а ты дурак, Динар. Я говорю, ну ладно, если я дурак, работайте сами тогда. Извините. А может быть, есть третья сила, которая намеренно разделяет движение «Башкорт» и вашу общественную организацию для того, чтобы вы между собой выясняли отношения, и в результате не пришли к консолидации? Я с ними не выясняю отношения. Вот в чем проблема. Вы поймите меня правильно. Я не собираюсь с ними выяснять отношения. Я обращаюсь ко всем защитникам Шихан. Ну хорошо, вот видите, движение «Башкорт» объявило о планах на проведение референдума. Во-первых, первый вопрос. Возможно ли это, на ваш взгляд? И согласно ли ваше общественное движение «Сохраним Шиханы» помочь движению «Башкорт» в организации проведения референдума? В прошлом году тот же Рафик Дусалиев уже собирался провести... Мы собирались, у нас была инициативная группа, 20 человек, о проведении этой референдума. Мы уже подали документы в госсобрании, там, в ЦИК подали вроде документы, там в ЦИК, Рафик уже подал, все было. Рафик призывал всех, кто может. Пришли 20 человек, только те, кто близкие, кто стойкие, как бы этот. То есть им это никому не было нужно. Рафик без проблем собирал, говорил, призывал, и тоже в том числе через соцсети аккуратно говорит, приходите, будем заниматься. Никто не пришел. То есть мы уже вопрос о референдуме поднимали еще в прошлом году. Понимаете, мы уже прошли это, понимаете. Вот мы уже на другом уровне, этапе. Есть, я считаю, очень немаловажный аспект. Вот сегодня здесь, в этой студии, в программе «Уфимский разворот» в утреннем эфире «Эхо Москвы» прозвучало вот такое сомнение в том, что людей настораживает вот именно национальная тематика движения по сохранению шиханов. Может быть, вам действительно для начала разработать единый какой-то концептуальный документ, который бы объединил бы всех тех, кто неравнодушен к тому, что у нас из 4 коралловых древних риф осталось пока 3. У нас нет башкирской составляющей. Это вы там в письме вот это что-то узрели. В нашем совете находятся и русские, и татары, и чуваши, и башкиры. Вот у нас «Сохраним Шиханы», который есть совет определенный, который постоянно действующий орган.
Ну хорошо, но я У нас просто у нас исхожу из все- того, вот глядите, вот я нашел наконец это место. Горы Таратау и Юрактау являются святыми горами для башкир. Земля вокруг всегда была под запретом и являлась местом совершения обрядов. Ну, ребята, ну откажитесь от этих вот Да, отказался уже это в 15 шаманских году. заклинаний. Это Ну, письмо никуда не ушло. Это письмо никуда не ушло. Это в 15 году я проект письма готовил, который должен был перевести на немецкий язык. Я просто вчера его достал и взял и вывез из сети. И думаю, придется новое письмо писать уже Хайдельберг, тому же учредителю. Меркель я этому. почему вот этот нюанс все время вот, пытаюсь у вас раскачать. Вот, под одним из выступлений флешмоба был такой комментарий от простой женщины, видимо. Она пишет, что, ребята, ну, дело в том, что мы как-то так вот не верим во все это. Мне так и хотелось бы ответить вот этому, сомневаюсь, что, ну, как можно не верить, когда у тебя уже последнюю простыню из-под тела выдергивают, когда тебя уже, скажем так, вовсю, скажем, поимели, и при этом, кстати, у тебя еще не веришь, что ты жертва изнасилования. Понимаете, в чем дело? Сегодня в республике нет единения по вопросу защиты Куштау. Это существенный момент, на ваш взгляд, или нет? Я думаю, пока жареный петух не клюнет, когда Жареный петух это в каком виде? Это первые бульдозеры? Когда первые бульдозеры пойдут на Куштау, Ну, когда тогда они начнут спилить леса, вот тогда, может быть, люди... Но тогда ведь будет поздно. Не будет поздно никогда. Никогда ничего не поздно. Хорошо, давайте перейдем к практическим таким рекомендациям. Вот референдум. Дусалиев высказал сомнение, что могут не разрешить проведение референдума. Это так? Могут. Мы в прошлом году уже сталкивались, и мы 2 раза подавали, если честно. То есть Дусалиев. Дело в том, что некоторые товарищи, которые пришли, я не буду озвучивать их в эфире, правда, меня просят теперь за них письма какие-то подписывать, но они пришли, и потом взяли и отозвали свои подписи. Понимаете, да? Хотя мы железно договаривались, Хорошо. о том, чтобы Ладно, мы будем стоять до конца. Не будем делать ставку лишь на референдум. Дусалиев сказал еще другое, что в принципе достаточно того, что иски должны подавать только жители, прилегающие к Куштау населенных пунктов, потому что, например, я как уфимец этого сделать не могу, у меня суд не примет. Именно, юридически именно так. Хорошо, они должны подавать коллективный иск или лучше все-таки индивидуальный, лучше забросать индивидуальными исками все суды в округе? Вот именно сейчас над этим мы и работаем. Мы продумаем вот эти все варианты. Дело в том, что там жители, например, тех же самых ближайших поселков, они не совсем, юридически грамотные. Ну, естественно, да. Мы должны быть... Но десантируйте к ним опытных юристов. Совершенно понятно, этим мы занимаемся, Азамат. Хорошо. Вот подал один человек в свой районный суд, подал другой человек в другом, скажем, другое судебное, заведение, в третье. Насколько гарантировано, что по их иску будет приниматься решение? И какова сумма затрат на рассмотрение одного иска, хотя бы условно? Не могу сказать. Вот я, если честно, я юрист-недоучка, если честно. Но вы говорите, что вот надо делать экспертизу лесную. Это мне сказал Рафик, а он у нас юрист. Но это не многомиллионные затраты. Там есть некоторые, например, экспертизы, которые будут стоить больше миллиона. Я сразу говорю. Некоторые экспертизы могут стоить больше миллиона. То есть связанные там с лесом, связанные... Но ведь, наверное, достаточно, даже если несколько судов будут заниматься этим, достаточно одной экспертизы. Наверняка да. То есть это вопрос 2-3 миллионов рублей всего лишь. Может и больше быть, извините, я не могу сказать. Может и больше быть, там различная стоимость там. Ну и хорошо. Давайте подытожим наш сегодняшний такой разговор. Ваше резюме. Насколько своевременно было появление публикации Рафика Дусалиева, который назвал черное черным, белое белым, а именно то, что в деле разработки Куштау появился еще один мощный интересант, это голландская фирма Heidelberg Цемент. Или это уже ничего не меняет? Это многое в корне поменяло.
Если, ну, и для тех, кто в теме, я обычно даже хэштег, когда что-то пишу в соцсетях, я делаю хэштег для тех, кто в теме, кто понимает. То есть я говорю, надо опять же повторюсь, надо перейти от эмоций. Все, предвыборная кампания Хамитова закончилась, и всякие провокаторы эти хамитовские, которые там сидят тоже в соцсетях пишут, бывшие его там, я не буду по фамилии, мне даже званик называть, нужно перейти спокойно. Воевать, митинговать нужно было в 2011, 2012, 2013 году, когда у нас украли соду. Сейчас время митингов прошло. Сейчас нужно заниматься чисто, юридически, спокойно. И мы, я думаю, сможем. Хотя закон о недрах, если честно, он чаще всего почему-то превалирует над другими, например, над лесным кодексом, над водным кодексом, перед законом об обороте сельскохозяйственных земель. Ну, то есть, я не знаю почему, но я сколько раз даже обращался к депутатам нашим местным, госсобрания и госдумовским нашим. Я говорю, ребята, вы понимаете, что, закон о недрах — это такой закон, который вот он взяли, ему дали разрешение на лицензию, и они даже никого не спросят. Кстати, почему-то ведь получили разрешение от департамента Приволжского федерального округа. У нас была структура Башнедра. Была, но в 2013 или в 2014 году ее, можно сказать, практически ликвидировали. Там что-то есть, остался у нас такой филиальчик. В основном все вопросы теперь решаются в нашем Нижнем Новгороде. А восстановить структуру Башнедра можно? И нужно? Нужно. Если бы у нас самостоятельность вернулась в республику по распределению недр, хотя бы вот эту тему мы вернули бы в республику, то нам было бы легче. Но вряд ли московские лоббисты позволят заиметь республике свою структуру Башнедра. Вы поймите, вот ладно, у нас Башнедр, нам до Уфы летать 2 часа, да? А представьте, например, есть люди, где округ, там, например, где-нибудь в Хабаровске, а им там чуть ли не с Камчатки приходится пролетать за какой-нибудь одной бумажкой, они там по 2-3 года. То есть это по всей России, это не только у нас в республике, это беда. Спасибо. Это была авторская программа «Послесловие» Азамат Саитов. У меня в гостях был Динар Зайнуллин, общественный деятель и член СПЧ при главе Республики Башкортостан. Мы завершаем на этом наш разговор. Спасибо вам за внимание, и вам, Динар, спасибо за участие в разговоре. Всех